Киеве сегодня прошел показ фильма «Когда этот ветер стихнет». Кино о том, как сейчас живут люди на оккупированном полуострове, снимали в течение 2 лет. Главные герои – крымские татары. Эта лента – напоминание международному сообществу о жестком нарушении оккупантами прав человека в Крыму. Далее с подробностями наш корреспондент Наталка Калинка. В Доме кино на показ собралось около 60 зрителей. «Когда ветер стихнет» – это фильм о Крыме. Герои фильма 4 семьи крымских татар. Сегодня показ закрытый. Его смогут посмотреть только герои и специально приглашенные лица, среди которых и лидер крымских татар Мустафа Джемилев. Режиссеры фильма Анелла Габриэль из Польши и Тарас Дронь из Украины. Кино снимали 2 года. Объездили практически весь Крым. Те, що відбувається зараз з кримськими татарами і в якій ситуації вони опинилися, це дуже важлива ситуація, яка може бути метафорою багатьох подібних ситуацій на цілому світі людей в подібних умовах. І тому вона якби в універсальній мові промовляє до простих людей, які зможуть зрозуміти. Це не є якась агітація і пропаганда, це звичайні люди, які розуміють звичайних людей. Кримські татари – це суперлюди, які є позитивні, які приємні, які щирі, відверті. Для мене це так виглядав Крим, в першу чергу. Це для мене було саме основне. Це для мене було то, для чого я туди їхав, і не жалію абсолютно. Фильм, конечно, тяжелый. Там не видно просвета. Вот затхлая такая атмосфера, которая создалась там в Крыму после оккупации. Я думаю, этот фильм надо видеть людям, чтобы понять драматизм нашего народа. На больших экранах фильм покажут 18 мая, в день депортации крымских татар. Показывать планируют одновременно в Польше и в Украине. По словам режиссера, дальше они планируют фильм показывать на международных фестивалях и возить его по всему миру, чтобы там не забывали. В Крыму жестко нарушаются права человека.